Чацвёрты дзень візіта ў Злучаныя Штаты і ўжо, напэўна, час на нейкія вынікі, бо адбыліся вельмі важныя сустрэчы. Спадарыня Святлана, вітаю, дзякую за гэты час, бо вельмі складана знайсці не то што гадзіну, нават хвіліну, хіба такі графік. Да, вы правы, на самом деле расписание очень плотное, но мы для этого сюда и приехали, чтобы встретиться как с можно большим количеством политиков, дипломатов, официальных представителей и США, поэтому работаем. Дзярждэпартамент, а таксама Белы дом. Гэта абсалютна знакавыя месцы ва ўсім свеце. І беларусы глядзелі на гэтыя сустрэчы з вялікай надзеяй. Ці гэтыя надзеі у вас апраўдаліся? Вы знаете, представители белорусов никогда не принимали в США на таком высоком уровне. И это говорит только о том, как вопрос Беларуси интересен США, как они хотят нам помочь. И сейчас важный этап, когда необходимо координировать действия. Координировать не только белорусов США, но также США и Евросоюза. Потому что только совместными усилиями мы сможем оказать достаточное давление на режим, оказать достаточную поддержку для гражданского общества в Беларуси, чтобы прийти к тем изменениям, за которые мы боремся уже больше 350 дней. Таксама і ў Брусэлі, і тут у Вашынгтоне неаднаразова я чую галасы пра тое, што так, змены патрэбныя, трэба развязаць гэты палітычны крызіс, але нічога без беларусаў. Пакуль не будзе моцнага выразнага голасу і дзеянняў самых беларусаў, то ніхто за беларусаў нічога не зробіць. Это на самом деле не так. Возможно, складывается на Западе ощущение, что если нет массовых демонстраций, какие они видели в августе-сентябре, то никаких процессов не происходит. Поэтому с самого начала каждой встречи я рассказываю о политзаключенных, о их судьбах, о том, в каких условиях они находятся, о том, какие неправомерные суды проводятся над нашими родными, и о том, какие структуры организовываются в стране, о том, что наши рабочие организуются в рабочее движение, чтобы в какой-то момент выйти на общенациональную забастовку. Рассказываю о волонтерах и активистах, о наших великолепных врачах, спортсменах, о том, насколько все смобилизированы и в таких тяжелых условиях, под такими репрессиями все равно продолжают работу. О том, что белорусы, имея очень маленькое окно возможностей внутри страны, все равно продолжают делать все возможное для того, чтобы оказывать давление внутри страны, чтобы не удалось режиму показать, что ситуация стабилизировалась, потому что этого не случилось, и белорусы будут дальше выходить, бороться за свои права и за тех, кто сейчас находится в тюрьме. Вяртаючыся ў Белы дом, адбылося вельмі важнае высокае спатканне з дарадцам прэзідэнта Саліванам, але ўсё ж такі не з'явіўся, як хацелася б многім, прэзідэнт Джо Байден. Расчараванне? На самом деле разочарования нет, потому что мы приехали сюда не за фотографиями с президентом, мы приехали сюда за каким-то конкретным результатом. И так как Джейк Салливан, он является, он формирует политическую волю США, он ближайший соратник Джо Байдена, то это практически равнозначно встреча с Джо Байденом. То, что не было самой встречи как таковой, ничего будет в будущем. Вы говорите, что приехали не за фотоздымками, а за конкретикой. А якая конкретика з вуснаў спадара Салівана прагучала? Мы говорили об введении нового пакета санкций со стороны США, о координации этих санкций с Евросоюзом, с Канадой и Великобританией, чтобы усилить этот эффект от санкций и ударить по режиму и его пособникам как можно сильнее. Говорили об увеличении
помощи гражданскому обществу, о том, что необходимо помогать и политзаключенным, репрессированным, тем, кто релоцируется. Говорили о средствах массовой информации, которые были абсолютно разгромлены в Беларуси, но продолжают свою работу, им тоже необходимо оказывать помощь. И не только Тутбаю, да, Радио Свободе, но и вновь возникающим средства массовой информации, как телеграм-каналы, YouTube-каналы, чтобы давать возможность миру о нас слышать. Потому что это стратегия режима, чтобы все уничтожить, чтобы все о нас забыли, но этого не случится. Поэтому и, конечно, говорили о том, что все виновные должны быть наказаны, и чтобы США поддержала инициативу Евросоюза по сбору фактов преступлений, о расследовании их, и США выказала уверенность в том, что они поддержат все наши начинания, все начинания Евросоюза и вместе будут дальше с белорусскими людьми. Акрамя дэкларацыяў, ці гучаць нейкія канкрэтныя тэрміны, напрыклад, што вось праз месяц будуць уведзеныя пэўныя санкцыі, ці там вось гэтыя і гэтыя прадпрыемства закрануць гэтыя санкцыі, бо як пакуль гэта дэкларацыі падтрымання і дэкларацыі занепакоення, вельмі дыпламатычна. Из этих деклараций будут практические результаты. Дату вам точно сказать не могу, это все-таки прерогатива США, но мы говорили о том, что это нужно сделать как можно быстрее, потому что полумеры, они гораздо хуже, и нужно очень быстрый, резкий, очень сильный ответ. Акрамя Белага дому, вельмі важнае спатканне таксама было ў Капітоліі. Гэта спадарства сенатары, якія прыйшлі, і за зачыненымі дзвярыма таксама адбывалася вось гэтая 45-мінутная сустрэча. Ці вы таксама задаволеныя з гэтай сустрэчы? Это было, мы встречались с Сенатом и с Верхней и Нижней палатой, с представителями, и была очень теплая встреча, очень они стойко держатся за общие ценности и готовы быть сильным голосом в Сенате США по вопросу Беларуси. И мы знаем, что образовался кокус «Друзья Беларуси в США». Это впервые случилось, и мы очень этому рады. Это значит, что Беларусь будет на повестке дня в застенках Сената. Ці вы ведаеце, што роўна 28 год таму Станіслав Шушкевич быў таксама ў Белым доме? Да, знаю этот факт, и очень печально, что за 28 лет не было выстроено никаких дипломатических отношений с США, и сейчас на самом деле в США очень мало знают о Беларуси, и это результат такого плохого менеджмента управления Беларусью, и мы открываем Беларусь заново для США. И, конечно, это очень тяжелый период для нашей страны, но такие отношения нужно устанавливать, нужно их развивать, чтобы в будущем США воспринимали белорусов как друзей, как союзников, как страну для инвестиций. Это начало очень долгих и крепких отношений. Но это все придет после выборов, после демократических перемен. Ось, уласна, Владимир Макей, як кіраўнік дыпламатычнага ведомства з агромнай колькасцю людзей, амбасадамі па ўсім свеце, працуе столькі гадоў і не дасягнуў такога выніку. У чым сакрэт паспеху кабінету Святланы Ціхановскай? Бо вы не маеце ані столькі людзей, ані такіх магчымасцей, ані столькі грошай таксама, а робіце такія сустрэчы. Это правда, наверное, потому что все прошлые встречи не были направлены на установление дипломатических связей наших стран. Это, может быть, преследовались какие-то личные цели режима, но никак не были направлены на развитие Беларуси как страны, на установление каких-то ценностей, прав человека в Беларуси. А это очень много значит в странах Запада. Это пустые слова, к сожалению, для режима, но именно вокруг этих ценностей и мы будем строить наши будущие отношения. Яшчэ вельмі важная сустрэча з спадарыняй Самантай Пауэр. Якія дэкларацыі там прагучалі? С Самантой Пауэр мы говорили прежде всего о
поддержке гражданского общества сейчас, о том, как важна эта помощь, и искали пути решения, каким образом оказывать помощь прежде всего тем людям, которые находятся в Беларуси. И, конечно, мы говорили о будущем нашей страны, о том, что США может последовать примеру Евросоюза. Они приняли всеобъемлющий план помощи для новой Беларуси, и в США можно какую-то разработать программу, подобно этой, и ее очень заинтересовало это предложение. Как-то она очень так остро на это отреагировала, говорит, мы, наверное, такого даже никогда не делали, и это очень здорово, что вы как бы в процессе революции, восстания думаете о будущем. Конечно, думаем, это наша основная задача показать альтернативу, что мы хотим строить новую Беларусь, процветающую, где права человека будут уважаться, где человек будет высшей ценностью в стране, а не как сейчас. И я думаю, что в ближайшее время мы получим какой-то фидбэк и будем координировать наши действия по этому направлению. І на гэтым аптымізме паставім пакуль кропку, але гэта зусім не азначае, што візіт скончаны, бо ён толькі яшчэ пачынаецца і будзе, напэўна, яшчэ шмат цікавых рэчаў. Да, спасибо. Еще вот сегодня утром я только что приехала со встречи всех послов всех 27 европейских стран и посла Евросоюза. Это тоже встреча на очень высоком уровне, наверное, беспрецедентная, и где я рассказала, опять же, о Беларуси, о том, какие процессы сейчас происходят. И получила, опять же, поддержку от послов, что все страны с нами. Они, знаете, как написал один из аналитиков, что европейцы сами себя удивили, когда так быстро приняли секторальные санкции, 4-й пакет санкций. Вот, но это значит, что все борются против диктатуры. И сейчас, так как Беларусь впереди вот этой борьбы, и все готовы оказывать нам эту поддержку и дальше, хотя мы видим, насколько мстителен режим, ситуация с мигрантами, с угрозами Евросоюзу, но все готовы продолжать это, понимая, что это нужно останавливать. Ну, у Мінску павінны разумець, што жарты скончыліся таксама, і што Еўразвяз гаворыць адным голасам, і Амерыка тут таксама у гэтым голасе займае галоўная пазіцыя. Дзякую, спадарыня Святлана. Напэўна, яшчэ не раз будзем размаўляць у часе гэтага візіту. Вялікі дзякуй за ўвагу.